смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Глава Якутии обсудил вопросы сельского хозяйства с федеральными экспертами. Наша республика стала площадкой большого разговора о будущем северного животноводства России. 2 июля в Якутии отмечают День реки Лены. Мероприятие отметили с размахом, с заботой о природе. Определены финалисты чемпионата России по стрельбе из лука. Турнир собрал более 190 участников из 25 региональных команд. Глава республики Айсен Николаев встретился с замминистра сельского хозяйства России Романом Некрасовым и ведущими академиками РАН в рамках международного форума, посвященного 75-летию племенной службы на севере. Итоги впечатляют. Якутия вышла на первое место в стране по поголовью лошадей и вернулась на второе по оленеводству. На встрече обсудили, как наука и практика могут вместе развивать табунное коневодство, северное оленеводство как стратегический белковый ресурс и племенное дело в целом, чтобы не просто сохранять традиции, а делать их экономически эффективными. Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков провел выездное заседание в Намском Улусе. На совещании обсуждались вопросы по капитальному строительству объектов, достройка школы на 450 мест. Здание на данный момент находится на высокой стадии готовности. Председатель правительства поручил Министерству строительства держать объект на особом контроле. Кроме того, обратили внимание на вопросы, которые волнуют население. Переработка молока, обеспеченность продуктами, топливом. Председатель правительства поручил проработать вопрос Министерству ЖКХ и энергетики. На сегодня остро стоит вопрос по топливу. Потребность дистоплива особо волнует работников сельского хозяйства. Как отметил Кирилл Бычков, несмотря на то, что республика находится в остром положении обеспеченности топливом, ритмичность поставки есть. Поэтому будем стараться включить. Я думаю, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Сейчас новые контракты на поставку топлива заключены, и мы ожидаем в ближайшее время достаточно больших поставок, и, возможно, мы даже получится ограничения снять. Но еще раз прошу, чтобы население все-таки с пониманием относилось к этому и не создавало из этого проблему. На сегодняшний день такой проблемы в острой нет. Принято решение о отпуску тарированного дизельного топлива. Это значит, что емкости 30-40 литров, 100 и 200 до 200 литров норма отпуска, она будет в тарах отпускаться для того, чтобы селяне не сельхозтехнику на автозаправочные станции пригоняли, а могли забрать в таре дизельное топливо. Поэтому обеспеченность и сенокоса, и других сельскохозяйственных работ дизельным топливом будет в полной мере. В Батагайском наследии Усть-Алданского улуса строят пекарню. Она будет принадлежать зерновое хозяйству Биотерагро. И чтобы предприятие заработало полным циклом, приобрели и мукомольный аппарат. Оборудование за час может молоть 400 килограмм муки, с которой будут выпускать хлебобулочную продукцию. В конечном результате данное зерновое хозяйство будет работать над продовольственным запасом района. Также мы с районного бюджета выделили на приобретение мукомольного аппарата. В этой осени мы откроем это уже и будем уже продавать, и делать хлебобулочные изделия. Хотим в дальнейшем работать с закрытыми учреждениями, школами, садами, интернатами, больницами. В Якутии ликвидировали 3 лесных пожара. В ряде районов продолжается борьба с огнем. За прошедшие сутки пожарные справились с возгораниями в Алекминском, Ленском и Нерюнгринском районах. На текущий момент в республике действует 17 лесных пожаров, на тушение которых направлено около 300 специалистов. В 16 муниципальных образованиях сохраняется особый противопожарный режим, а в Нерюнгринском районе продолжает действовать режим ЧС. Всего же с начала сезона в регионе зафиксировано 178 лесных пожаров, что значительно меньше показателей аналогичного периода прошлого года. С начала этого года в зону специальной военной операции было направлено 99 единиц техники и около 200 тонн гуманитарного груза. Республиканский штаб «Вместе к победе» продолжает работу по бесперебойному обеспечению военнослужащих необходимым оборудованием. Еженедельно помощь отправляется земельными перевозчиками и летными путями. Груз, адресные посылки и техника собираются благотворительными организациями и доставляются бойцам через оперативные штабы.
Забегая вперед, хочу, что нами подготовлена группа отдельная, которая будет в эти дни командировываться в зону наших работающих опорных пунктов. Там будет отдельное мероприятие по усилению безопасности, приведение в соответствие тех документов, которые на будущее нам будут необходимы, ну и определенные организационно-хозяйственные решения также будут приняты для бесперебойной работы наших с вами коллег. В селе Алекминское местные жители продолжили двухлетнюю традицию, высадив саженцы яблонь в честь своих родных, не вернувшихся со специальной военной операции. Сквер, получивший название «Аллея героев», призван увековечить память о подвиге земляков. Подробности далее. Вот и еще 4 яблоньки посажены в сквере села Алекминское. Теперь их 10. Каждая со своим именем. Именем бойца, который не вернулся домой, где его ждали родные. Мы приехали с моими близкими, чтобы почтить память моего дорогого родного дяди Николая Валерьевича Иванова. Так в селе Алекминское появилась аллея героев, инициированная Зоей Семеновной Ждановой, мамой одного из героев. И это не единственная идея, ту, которую я реализовала здесь, на территории нашего района. Есть еще и книга памяти у нас, мы об этом говорили уже ранее. И еще несколько мероприятий, которые еще стоят в дальнейшем будущем, которые нужно осуществить. В прошлом году стояла жара, и молоденькие саженцы были бы, наверное, обречены. Но заботливые руки матери не дали загибнуть деревцам. Ну, жалко мне стало. Кроме нас кто полюбит? Кто будет смотреть за ними, ухаживать? Никто не просил еще? Ничего, Да, сама. А где у нас Паша? Будете продолжать? Конечно. Всех парней хорошо знали и до сих пор помнят в селе, ведь здесь ребятишки растут на глазах. 2 племянника, 1 внучатый племянник, а всего их 10 человек. Ну, всех ребят, по идее, я всех знаю, все были нормальными дружками, но ненормальных-то не было. Конечно, я всех знаю, с маленьких лет. Они здесь все родились, эти дети. Все на глазах выросли. Конечно, мы всех знаем. Любим, конечно, гордимся ими и будем помнить всегда. И снова уходят на защиту Родины мужчины. Прошли десятки лет, но вновь Янковы, Шараборины, Федоровы и многие-многие другие в строю. С верой. Победа будет за нами. Елена Фаст, Алекминск. В Тампонском районе состоялся День открытых дверей, приуроченный ко Дню ветерана боевых действий. Встреча прошла в Тампонском комплексном центре социальной защиты населения. Мероприятие объединило ветеранов, участников СВО, специалистов социальной сферы, представителей организаций и жителей района. Участники обсудили меры социальной поддержки, льготы и выплаты, представили новые общественные проекты, а также подвели итоги конкурса «Герой рядом». Торжественное вручение дипломов выпускников провели в Верхневилюйском техникуме. 53 года как учебное заведение, 10 лет как техникум. Отсюда выпустилось огромное количество отличных специалистов. Сегодня провожали в добрый путь мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, студентов отделения лесное и лесопарковое хозяйство, а также профессионалов пожарного дела. Прозвучало много слов благодарности преподавателям и родителям. Вручили специальные стипендии отличившимся студентам. Труд, упорство и знания – это будущее и гордость техникума. Я сегодня получил профессию пожарного. Сегодня очень радостный день. Получил диплом, красный диплом. Сдал экзамены, демо-экзамены на 100 баллов. Очень рад. Мой куратор – это Петров Семен Михайлович. В группе нас 7. Лучшие моменты, которые я запомнил, это соревнования. По разным городам ездил.
В Горном Улусе прошел молодежный праздник для выпускников бердигистякских школ, гимназии и Кюрилякской средней школы. Торжественное мероприятие «Алые паруса» объединило 161 выпускника из 4 образовательных учреждений района. В этом году 10 ребят удостоились золотых, серебряных медалей за успехи в учебе. Праздник стал ярким завершением школьного этапа и напутствием для вчерашних учеников перед началом самостоятельного жизненного пути. Сегодня в Горном Улусе уже во второй раз проходит масштабное, грандиозное мероприятие для выпускников «Алые паруса». Мы в прошлом году практиковали эту идею, организовали такое масштабное мероприятие для всех выпускников Горного Улуса, и оно использовалось огромным успехом среди выпускников и родителей. Поэтому в этом году тоже решили провести такое масштабное мероприятие. На побережье городской дамбы в 202-м микрорайоне прошел общегородской субботник, приуроченный Дню реки Лены. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Зеленый четверг» и всероссийской акции «Вода России». Порядка 120 волонтеров собрали около 2 кубометров мусора. Также к акции с помощью телемоста подключились Ленский, Алекминский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский и Булунский районы. Лучше, конечно, сразу же убрать, чтобы он не накапливался, чтобы не появлялись стихийные свалки и чтобы не было никаких несанкционированных точек. Всегда стараться забирать с собой мусор, даже если вы выехали куда-то на природу. Сейчас все люди из-за жаркой погоды ищут какие-то точки, где можно искупаться, пляжи и так далее, да? Но чтобы они обязательно с собой убирали, так как оставляли, получается, в таком же состоянии, в таком, какой они увидели. У нас много сознательных граждан, сразу скажу, даже если, не дай бог, где-то они увидят какие-то точки накопления мусора, стараются с собой убирать. Продолжается чемпионат России по стрельбе из лука. За победу борются 25 команд из разных регионов страны. Сегодня в программе заключительные этапы соревнований. Перед финалами будут объявлены результаты спаррингов. Помимо спортивной части, организаторы подготовили яркое шоу. Прямо сейчас проходит конкурс косплея с призовым фондом в 50 тысяч рублей. А также абсолютное первенство в 4 дивизионах. Мужчины и женщины, классический лук, мужчины и женщины, блочный лук. В каждом дивизионе разыграют по 90 тысяч рублей в честь 90-летия основателя стрельбы из лука в Якутии Павла Стасова. Официальная церемония закрытия пройдет уже завтра. Да, в первый раз я нахожусь в городе Якутск. Впечатления восхитительные. На самом деле от организации соревнований я просто в восторге. В первую очередь, наверное, значит, что где я не доработала, свои все ошибки показывает, где промахи есть, где нужно отработать, где доработать. Некий новый этап в своей карьере, с помощью которого я буду расти все дальше и дальше. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.